Максим Жумаев. Ну, у нас, получается, была интернациональная экспедиция, международная. Один участник из России, один участник из Швейцарии и из Казахстана, я. У нас было трое. В нашей экспедиции также были непальцы, шерпы, которые нам помогали в проведении экспедиции. Если сравнивать по категории трудностей, то, безусловно, маршрут с южной стороны он сложнее, чем с северной. Но здесь, чтобы это общее решение, зайти на вершину Эвереста с южной стороны, вот, более такой интересный, более опасный, более такой рабочий, я бы сказал. Знаете, иногда читаю лекции детям, там, в школе, студентам. И вот у меня есть интересная лекция, она называется «У каждого свой Эверест». Это на самом деле вот, понять, где твоя вершина, то есть, да, жизненная, где твой Эверест, и идти к ней, знаете, выбрать цель, обозначить ее, получить определенные навыки, чтобы успешно зайти на эту вершину. Это очень важно, очень важно. Не потеряться в этой жизни, не размениваться по мелочам, это очень важно. Мне как-то супруга Ольга сказала: Максут, ты, говорит, выжил на тех вершинах не ради того, чтобы тебе там дали орден там, или какие-то регалии или что-нибудь. Это намного должно быть больше и значимо, нежели какие-то мирские там, блага. Именно передать опыт, стать примером, это очень-очень важно и на самом деле более почетно. И когда я столкнулся с проблемой мечты, вы знаете, зайти там условно на Эверест, там, зайти на 14 восьмитысячников, это, да, безусловно, мечта. Но когда ты достигаешь всего этого, перед тобой становится более сложная задача найти новую мечту, которая будет не менее высока, чем вот вершины, которые уже позади. Ведь мы должны ведь прогрессировать, мы должны идти дальше, идти выше. Поэтому вот, я считаю, что именно в своих каких-то вот лекциях я вот достигаю каких-то определенных. Программы таковой нет. Кто-то говорит квест 14. Квест. Да, Q14. Ну, это просто восхождение на все высочайшие вершины мира. Таковых 14. В моем понимании подвиг, он больше олицетворяется с героическими поступками, такими, как правило, которые происходят на войне, да, именно в военное время. Здесь, в гражданское время, ну, знаете, наверное, люди совершают подвиг, что просто живут. Потому что жизнь, она на самом деле очень сложная, многогранная, и вот не потерять смысл жизни, вкус жизни, знаете, это радость жизни, вот при вот то, что у нас есть, рутина, да, вот серость жизни, то, что мы говорим, да, и все это дело, как бы вот, чтобы люди не причитали, да, не жаловались на это все, а продолжали жить, улыбаться, творить, любить. Вот это, чтобы вот это было, к этому надо прилагать очень большие усилия. Я считаю, что, наверное, это больший подвиг. Да, безусловно, можно сказать, что зайти на вершину Эвереста – это подвиг. Да, это тяжелый труд. И чтобы зайти на вершину Эвереста, надо годами и годами работать. Даже в тот момент, когда я уже был достаточно профессиональным спортсменом, и я видел на горизонтах вот эту громадину Эверест, для меня было боязно даже и думать о том, чтобы надо зайти на Эверест. Но так или иначе, для любого альпиниста зайти на вершину Эвереста – это большое событие. Поэтому я не запланировал сейчас ни одну из вершин. Для меня главное сейчас жить сегодняшним днем. Сейчас высота 7000 метров, и мы в экспедиции на Эвересте. И скоро мы будем штурмовать вершину Эвереста. Ура! Ура! Ура!